Вообще начисление производится в соответствии с 354 постановлением. Это правила предоставления коммунальных услуг, да, собственникам многоквартирных домов и частных жилых домов. Изменения вообще произошли с 1 января 2019 года. Ранее, до этого момента, начисления производились по нормативу. Норматив утверждается постановлением Республики Саха-Якутия и кроме поселка Жатай. Начисления у нас по республике производятся равными долями ежемесячно, 1/12, да. По домам, где установлены общедомовые приборы учета, начисление производится по среднемесячному потреблению за предыдущий год. Перерасчет, который вот сейчас получили население, да, города Якутска, это перерасчет за 2021 год в первом квартале, который мы сделали текущего года. Способы управления, да, на этом остановлюсь. Есть непосредственный способ управления и способ управления как управляющая компания. Непосредственный способ управления, там, показания нам предоставляет ЕТЭЦ, а дома, где есть управляющие компании, они у нас на прямых договорах, на лицевых счетах расчет производится, так же, как у ваших соседей, да? Показания предоставляют управляющие компании. Тариф начисления устанавливается по этажности, то есть в зависимости от этажности он разный. Скорее всего, вот экономия выходит в новых домах, да, которые сейчас вот строятся. Они экономичные, они по новым требованиям строятся. В основном вот старый жилой фонд, да, он, энергопотребление все-таки больше. Если по-простому сказать, да, если совсем просто попытаться объяснить, это вот общие показания по прибору учета пропорционально вашей площади распределяется. У кого больше площадь, у того больше начисления, у кого меньше, у того меньше, да, получается начисление. Вот в 2021 году у вас начисление по вашему дому, если у вас установлен прибор учета, среднемесячное потребление за 2020 год пропорционально распределялось по всему дому. Если вы все заметили, в 2021 году у вас начисление значительно уменьшилось, чем в 2020 году. Если вы в квитанциях свои поднимете, то вот эту разницу заметите. По строке отопления вы увидели как раз сумму перерасчета, а отопление по ОДПО у вас это вот ежемесячное начисление. При этом вот в марте, если перерасчет вам произведен в марте, то есть в течение первого квартала делаем, да, если по вашему дому перерасчет произведен в марте, вы в марте также увидели еще перерасчет за январь, февраль. Это вот перерасчет как раз таки приведение к среднему за 2021. И по поводу того, что если разово человек не может оплатить, да, если сумма перерасчета очень большая, всегда идем навстречу, заявление принимаем на рассрочку платежа, можем предоставить рассрочку. То есть человек обращается с заявлением, что в течение 3-5 месяцев сможет выплатить вот этот перерасчет, мы идем всегда навстречу. Заявление надо написать. Если свежей справки о составе семьи нету, обновить ее надо. Документы на квартиру, на собственность, это выписки, да, или старые свидетельства, копию паспорта и копию ИНН, СНИЛС, любого второго документа. Так остро почувствовало население, наверное, перерасчет, это первый год наш такой, да, но все-таки, если возникают вопросы, население к нам обращается, всем консультации даем как по телефону, так через контакт-центр. Пользуясь случаем, хочу довести некоторую информацию, да, по начислению пени. Для жителей города Якутска отменяется пени до конца года, начиная с начала апреля.